Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на август. И тема звучит так: ваша личная жизнь в августе. Что будет происходить, кто будет к вам приходить, подходить, предлагать. Все мы с вами посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя и на свой август. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Очень интересно. Сегодня у меня вышло видео на белом песке. Мы смотрели тоже на август. И там прям четко показали личную жизнь, счастье в личной жизни. А вот красный песок, наоборот, нам начал показывать про деньги, про финансы, про какие-то подарки. Ну, видите, тут якоря повыходили, курица такая огромная лежит. Да, чудеса, просто чудеса. Так, давайте еще в конце видео я вам на оракуле посмотрю. Ну, что есть, то есть, да? Давайте смотреть. Во-первых, мы начнем с того, что вы 100% с кем-то бросите якорь. У вас тут два якоря. Вот один с вашей стороны, вот второй со стороны, например, мужчины, вашего партнера. Смотрите, те, кто уже в отношениях. Отношения, ну, например, вы там познакомились, вы общаетесь, вы встречаетесь. 100% вы договоритесь. Ну, договор будет очень такой, знаете, семейный, там, двигаться в сторону семьи, там, чаще общаться, чаще встречаться, кто-то договорится вместе там съехаться, проживать. И еще я вижу, что мужчина будет оказывать женщине материальную поддержку. Ну вот прям, да, деньги будут вам давать, либо за вас платить что-то будет. В принципе, хорошо, в принципе, правильно. Так, а кто у меня уже в паре, в браке? Здесь по этим якорям, возможно, вы ругались, возможно, у вас какие-то споры, мысли были, что ты такой, да, надо с тобой развестись. Либо, может быть, вы там думали, что нужно сменить партнера. Может быть, и ваш партнер думал о том, что нужно сменить, развестись. Но по этим якорям я вижу, что люди, во-первых, договорятся, во-вторых, они идут в зону спокойствия, как говорится, штиля, бросили якорь, да, можно отдохнуть. И опять же, по этой курице здесь прорыв идет именно у мужчины в плане вот заработка денег и поддержки семьи именно по финансам. У одних отыграется, что мужчина начнет работать, зарабатывать, да, и тем самым улучшится финансовое положение семьи. А у других отыграется, что мужчина будет совершать какие-то очень серьезные покупки для семьи, для дома. Опять же, какие-то серьезные подарки, дорогие подарки для вас, для детей. То есть как бы курица развернута в сторону женщины. То есть от мужчины к женщине идет. Не в обратную сторону, девочки, не в обратную. То есть мужчина себя очень круто проявляет. И еще, девчонки, у кого проблемы по финансам, особенно там кредиты всякие и долги, тут мужчина за вас заплатит. То есть мужчина даст вам деньги, либо пойдет и сам все заплатит. То есть такая помощь от мужчины идет. Кто этот мужчина? Ну, кто-то встречается, кто-то познакомится, кто-то уже, например, знает этого человека, человек, зная о вашей проблеме, сделает такой шаг помощи, да, протянет руку помощи, сделает шаг в вашу жизнь и вот прям деньги дает. То есть получается так, что у женщин благодаря мужчинам улучшается финансовое состояние, улучшается уровень и качество жизни. То есть деньги благодаря мужчине начинают прибывать. Да, возможно, вы и сами будете работать, зарабатывать, но здесь вот прям мужчина горит желанием и сует к вам эту курицу, подсовывает вам, вернее, эту курицу. Похвально, молодец, что скажешь.
Так и должно быть, да, так и должно быть. Так, еще. Здесь кто-то из девочек куда-то вещи собирает. Ну, либо вы уже вещи собираете, либо вы начнете собирать вещи. Берите самые сексуальные вещи, вы не пожалеете. Там теплые, там с начесом, не знаю, там для спать. Вот это ничего брать не надо. Там удобное, комфортное брать не надо. Берите самое откровенное, самое сексуальное, самое такое вот, знаете, там где веревочки, эти завязочки, бантики, вот такое берите, оно вам очень пригодится. Я не знаю, куда вы едете, кто-то в отпуск поедет, кто-то к кому-то в гости поедет, там, что по делам поедет, но вам очень пригодится именно такая откровенная одежда. У вас в поездке идет какое-то безумное знакомство, такое странное, когда люди, ну вот как будто бы знают друг друга, и им так легко вдвоем, так быстро сближаются и прям туда, в кровать. Даже если вы сейчас возразите и скажете, что нет, ты что, я там хорошо воспитанная женщина, фу, разврат, никогда, помяните мое слово. У вас так глаз загорится на этого мужчины, а у него на вас, что вы опомниться не успеете, когда окажетесь в горизонтальном положении. Это будет шоком и для вас, и для него. И, кстати, да, получите массу незабываемых и ярких впечатлений. Знаете, как встряхнет вашу жизнь какая-то безумная страсть, которая просто ворвется в вашу жизнь. Ну, вот какая-то поездка мне идет. Отпуск, командировка, не знаю, там, к родственникам. Куда бы вы ни ехали, да, берите одежду вот именно для этого случая. У вас тут прям все выйдет. Именно в этом ключе страстного горизонта. Так, следующий момент. Девочки, здесь какой-то вышел страдалец безнадежный, который протупил. Знаете, у него был шанс быть с вами, быть счастливым, либо, по крайней мере, попробовать, да, рассказать вам, ну, ладно, рассказать, просто намекнуть на свои чувства. А он прям чего-то очень сильно испугался, закрылся, и, скорее всего, от вас отдалился, убежал. То есть, возможно, у вас были с этим мужчиной гляделки, там, взаимная симпатия, взаимный интерес, но мужчина вильнул хвостиком и просто исчез из вашей жизни. Он исчез не до конца. То есть он не появлялся вам на глаза, но при этом он постоянно за вами следил. Следил, мечтал, страдал, там, не знаю, в прямом смысле слова, там, отслеживал каждый ваш шаг. Да, изучал вас, как говорится, со стороны. А в августе у этого мужчины начнет подгорать. Причем во всех местах и сразу. Как бы он там сам себе не отказывал, не сопротивлялся, но, как говорится, ноги сами приведут. Встреча идет очень какая-то спонтанная, сумбурная. И вы, конечно, ему обрадуетесь. А он будет как, ну не знаю, как заяц перепуганный. Говорить какие-то странные, несвязанные вещи. Как-то, не знаю, там, топтаться на месте, краснеть, бледнеть, там, пупырчиками покрываться. Странное такое поведение, но как только вы с ним начнете прощаться и говорить, что ну, типа, хватит, пообщались, до свидания, вот его прорвет. И он вам, девочки, будет признаваться в том, что он вас там любит, обожает, в том, что не видит без вас смысла в жизни дальше, что только вы. Если вы девушка не свободная, будет предлагать вам сбежать вместе с ним там, на край земли, где он будет любить вас вечно. А если вы свободны, то прям умолять, чтобы вы чуть ли не завтра пошли с ним в ЗАГС. Ну, то есть такое, знаете, ни уму, ни сердцу. Вас, конечно, это все позабавит, развеселит, поднимет вам, как говорится, самооценочку. Ну, такие впечатления, да, интересные у вас идут от этого мужчины. Так, чтобы вы для себя понимали, он вот тебя пересилит, вот эти все слова скажет, а потом он уже от вас не отступит. Он будет за вами ходить, он будет за вами, ну, просто караулить вас, да, на каждом шагу. Он будет появляться словно бы из-под земли в самых неожиданных местах и постоянно предлагать себя и предлагать свою любовь. Если мужчина вам нравится,
да, то, как говорится, делайте шаг и наслаждайтесь. Если мужчина будет, ну, например, вы замужем, да, давайте честно говорить, кто-то из вас точно замужем. Если вы замужем, то, конечно, могут быть, ну, такие моменты, да, напряжения, когда вы будете переживать, что кто-то узнает, кто-то увидит, потому что мужчина прям такой, знаете, он пристаивать к вам будет, да, он будет там хватать вас за руки, обнимать, там, целовать, и не обращать внимания на то, что вокруг ходят люди, которые могут увидеть, там, передать вашему мужу. То есть, знаете, как немножко будет создавать вам проблемы. Поэтому нужно будет как-то сразу определиться, хотите, не хотите, будете, не будете, и уже от этого плясать. Да, возможно, кому-то из девчонок даже придется сообщить своему мужу, что вот, представляешь, какая беда со мной приключилась. Влюбился в меня тут один дурачок и проходу мне не дает, да, чтобы потом в будущем у вас не было проблем. Я, кроме шуток, да, вот какая-то ситуация, знаете, она скандальная, она выглядит как скандальная. Чтобы не было этого скандала, лучше там заранее обезопасить себя, свои тылы и мужу своему сообщить. Ну, там уже вам будет виднее. А если хотите поменять мужа, ну вот, прекрасный вариант. Так, еще какая-то соперница в виде кошки. Кошки, которая получила по лапкам. Ну, у кого-то треугольник, скорее всего. Треугольные отношения. И ваша соперница как-то жестко получит. Причем получит от мужчины. Что-то они там прям в хлам разругаются из-за вас. Может быть, вы как и ни сном, и ни духом, да, что у них там происходит, но они очень жестко разругаются. И эта женщина прям такая зло на вас затаила, такая думает: ах, я тебе сделаю, да, я тебе отомщу. Но у нее ничего не получится, даже если она вам что-то и будет говорить, каким-то там образом угрожать, вы просто можете посмотреть ей в лицо и громко засмеяться. Тем самым вы ее просто добьете. Ну, идет победа, ваша победа над этой соперницей. То есть мужчина выбирает вас. Мужчина наконец-таки понимает, что вы любите по-настоящему, вы любите искренне. Вы не за себя даже думаете, да? Вы больше думаете за него, чтобы ему было хорошо, чтобы он был счастлив. И он это наконец-таки поймет. Ну а когда поймет, сами понимаете, да, он к вам переметнется в ту же секунду, в ту же минуту. Соперницы вашей, ну, я не завидую, да. Такая жесткая ситуация. Кошка получила по лапкам. И камень, да. Камень этой кошки идет. Беда, горюшка вашей соперницы. Ну что, это жизнь, да, со всеми бывает. Вести себя надо по-другому. Человеком надо быть нормальным. Может быть, так бы и не было. То есть мужчина делает правильный выбор. Так, еще. У кого-то бывший на пороге. Бывший мужчина, бывший муж. Бывший, но он почему-то не один, он с кем-то придет. С кем-то, может быть, с мамой, либо с кем-то из родственников. А у кого-то даже отыграется, что, например, с новой женщиной он придет. Для вас будет, если честно, неприятно его видеть, потому что у вас какие-то воспоминания очень нехорошие про этого мужчину, и, скорее всего, вы будете напрягаться. Он возвращается в вашу жизнь с целью вам, ну, не знаю, помочь вам, либо вашему общему ребенку. То есть цели у него благие, мысли благие. Там обидеть, принизить, унизить. Нет, таких мыслей нет. То есть по-хорошему, по-спокойному, но вам немножко будет неприятно. Если бы он один пришел, ну, может быть, вы еще там как-то один глаз прикрыли, скривились бы, сказали: ну ладно, давай по-быстрому, заходи, говори, что надо. А так он с кем-то придет. Да, девочки, ну, придет, так придет, поможет, так поможет. Там, если он ребенку что-то даст, подарит, купит, ну, это же хорошо, да? Должен же быть у ребенка отец. Поэтому гнать его не надо. И отказывать ему в том, что он может помочь, тоже не надо. Пересильте себя. Пересильте, примите эту помощь и пусть идет дальше.
Вам эта, кстати, помощь пригодится. А не пригодится, кому-то другому отдадите. Не надо с ним ругаться, оно того не стоит. Самый венец рисунка. Здесь у меня очень ресурсная женщина, которая, ну, как знаете, выпрямляет спину. Не знаю, что-то вам как-то прям тяжело было, вы такая сутулая, сгорбленная были, как будто бы все на себе тащили. А теперь вам станет и полегче, и повеселее, и вы прям выпрямляете спину, вы наконец-таки за долгие-долгие, не знаю, там месяцы, а кто-то и годы почувствуете себя счастливой. Вы, во-первых, почувствуете себя любимой. Во-вторых, у вас наконец-таки улучшения идут по финансам, причем такие значительные улучшения. И плюс вы не чувствуете себя одна. То есть вас окружают люди, либо какой-то конкретный человек, на которого вы можете целиком и полностью положиться. Так как будто бы счастливая звезда над вами загорается. Вы не одна. Вот мужчина рядом с вами стоит, и мужчина готов вам там и руки протянуть, и сердце отдать, и там все, что хочешь, да, там и звездочку с неба достать. Такой, готов на поступок. Рядом с вами стоит мужчина. Звезда вашего счастья над вашей головой прям именно в августе загорается. Ближе где-то к концу месяца вы себя именно очень счастливой почувствуете. Ресурсной, счастливой. И жизнь заиграет какими-то новыми, очень яркими красками. Смотрите, тут и в личной жизни у вас все наладится, и по финансам у вас тоже улучшения идут. Может быть, не тотальные, да, прям целиком и полностью все улучшилась картинка, но вы себя посвободнее почувствуете и меньше будете напрягаться, думая о финансах. И это очень-очень хорошо. Просто прекрасно. Так, и еще чуть не забыла. Здесь для какой-то девушки важная информация. Мужчина, которого вы разыскивали, с кем бы вы там хотели увидеться, пообщаться, он тоже вас разыскивает, и вы друг друга найдете. Найдете, и, скорее всего, не знаю, мне почему-то идет телефон и интернет. Телефон и интернет. Может быть, он найдет вас в соцсетях, а вы ему скинете свой телефон, и так вы сможете поговорить. Разговор у вас точно состоится. Кто у меня здесь поссорился, кто он тут поругался, поссорился, у вас по собачке, да, человек делает первый шаг для того, чтобы помириться. То есть примирение будет. И неважно, любви это касается, либо там родственных связей, либо дружбы. То есть человек будет делать первый шаг. Как преданный друг, как верный друг, да, так и придет и скажет: зря мы с тобой поссорились, давай помиримся. Либо там: прости, я был неправ, не права, ты мне самый лучший друг, давай дружить. Да, давай дружить опять и забудем о том, что было. А лучше поклянемся, что такое не повторится в нашей жизни. Знаете, очень хорошая отсыпка. Она такая добрая, она такая позитивная. Очень много таких ярких позитивных вспышек идет от этой отсыпки. Энергия гармоничная, немножко с перчинкой, потому что там страсти, по-любому будут страсти в этом месяце. Даже если вы на страсти не настроены, они точно у вас будут. Такая хорошая. Так, давайте советик вам посмотрим. Советик, либо что оракулы скажут, то и будет. Да? Не хочу вообще никакую тему задавать. Что оракулы нам скажут, расскажут, то и у нас и будет. Так, 3 карты. Так. Развилка, цветы и письмо. Мои хорошие, наконец-таки в августе вы выходите на правильную стежку-дорожку. Вы выходите к своей гармонии, да, к своему ресурсу. Смотрите, даже здесь у меня девушка, у нее в ногах мазь бубны. Видите, такой треугольничек. И на карте развилка у нас королева бубновая. То есть вы выходите в стабильность. Вот не нужно будет там петлять, что-то выбирать, приспосабливаться, адаптироваться. Этого не будет. Мук каких-то не будет, переживаний не будет. Все, вы выходите на, как говорится, финишную прямую, на плато свое выходите и наслаждаетесь этим моментом. По цветам, это романтика, это искушение. Причем искушать будете вы, потому что здесь королева пиковая. Видите? Вы будете искушать.
Вы будете невероятно привлекательны и желанны для противоположного пола. Здесь и признание, и подарки, и помощь. Ну, мужчины к вашим услугам. Мои хорошие, наслаждайтесь. Смотрите, вы как этот прекрасный цветок, цветете, расцветаете, наслаждаетесь солнышком, которое вас греет. Ну, просто чудесно. Так, ну и по письму. По письму я уже говорила, это помощь, это предложение, это финансовая поддержка, там, материальная, документальная, какой бы поддержке вы ни нуждались, вы ее 100% получите. Опять же, у кого-то восстановление связей, восстановление, там, не знаю, общения, связи, переписки. Да, люди начинают вот именно восстанавливать то, что было между ними, либо налаживать новые связи, по-новому связи начинают налаживать. Мне нравится. Здесь арканы предлагают вам наслаждаться жизнью, не заморачиваться, греться под солнышком, ведь лето у нас заканчивается, как можно больше получить этого витамина D, который помогает нашему здоровью, ну и принимать все то, что будет приходить в вашу жизнь, ни от чего не отказываться. Вы не думайте о том, что вам придется отдать взамен, либо сколько что стоит. Вы не думайте о последствиях. Не надо заморачиваться. Живите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Страсти так страсти, любовь так любовь, там, замуж так замуж, да? Помогает деньгами, ну пусть помогает. Да? Не надо вот этой лишней скромности, не надо себя загонять, а что же будет дальше, а что он попросит взамен, да? А что же я буду делать. Вот этого ничего не надо. Наслаждайтесь жизнью, будьте как этот прекрасный цветок под лучами солнца. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.